Здравствуй, Республика! Приветствуем всех на середине первой рабочей недели. Надеемся, она у вас будет плодотворной. В эфире хорошо отдохнувшая, неунывающая и всегда с хорошим настроением студия 11. Наша команда готова показать и рассказать много чего интересного. Поехали! Народные забавы. Знакомимся со старинной коми-игрой. Синдром самозванца. Как побороть в себе ненужный комплекс. Узелок на совесть. Мастер-класс по вязанию крепкого узла. Для начала давайте-ка заглянем в календарь, тем более, что повод этому есть. Сегодня Международный день «Спасибо». Как часто вы говорите кому-то это приятное слово? Неспроста во многих туристических путеводителях и наставлениях туристам часто указывается слово «спасибо», произнесенное даже с акцентом на языке той страны, где вы находитесь, повышает скорость, качество обслуживания и помогает наладить спокойный и приятный отдых. Считается, что русское слово «спасибо» родилось в XVI веке из часто произносимого словосочетания «спаси Бог». Психологи уверены, что в целом слова благодарности – это устные поглаживания, которые способны успокоить и согреть своей теплотой. Главное, чтобы эти слова произносились от чистого сердца. А еще сегодня день заповедников и национальных парков. В нашей республике функционируют 4 особо охраняемых природных территорий федерального значения. Это Печора-Илычский государственный природный биосферный заповедник, Национальный парк Юга-2, Национальный парк Кайгородский и государственный природный заказник федерального значения Параськины озера, а также еще более 200 заказников и памятников природы. В культурной копилке каждого народа есть множество самых разных игр. В большинстве своем они были призваны развивать какие-либо качества в человеке – силу, ловкость, сообразительность. И сейчас мы познакомим вас с одной интересной игрой. Попробуйте сыграть в нее в своей дружной компании. Большой популярностью среди молодежных коми-игр были игры на внимание, на чуткость и на ловкость. Я хочу вас познакомить с игрой, которая называется «Пышкой воробей». Игра на внимание и на слух, как у настоящих охотников. Этик-метик, кык-мык, куй-муй, мёль-моль, вид, мит, квать-нять, щижим-мижим, как ямыс, премыс, экмыс, дас. Воробушек Ярослав у нас в центре круга. Остальные все мы идем по кругу, взявшись за руки, и говорим вместе со мной следующие слова. Миян, гажа, сад, ере, локтыс, пышкой, дащиле. Пышкой, пышкой, энвуграв, коды нявостас, тедмав. На кого я показала, должен человек мяукнуть, а пышкой наш должен отгадать. Мяу, мяу. Вот такую игру можно провести среди маленьких детей, а также и среди молодежи, которые знают друг друга. Это у нас была игра «Пышкой», что в переводе с коми на русский означает «воробей». Игра на внимание. Что отнимает большую часть нашей жизни? Правильно, работа. Каждый день мы трудимся, переживаем взлеты и падения. И главное, на этих американских горках бытия не забывать себя хвалить. Ценить то, к чему вы пришли и чего достигли. Некоторым в силу особенностей психологического состояния это, увы, дается непросто. Возможно, в них поселился синдром самозванца. Что это и как с этим бороться, мы прямо сейчас узнаем у психолога Ольги Балябиной. Ольга, здравствуйте, рады вас видеть. Добрый день, Алена. Синдром самозванца. Что это такое? Ну, прежде всего, это внутреннее состояние человека. Несмотря на то, что называется он синдром самозванца, это не болезнь. И поэтому люди, которые имеют отношение к психологии, обычно говорят про феномен самозванца. У феномена самозванца есть ли какие-то отличительные черты? То есть как понять, что это вот именно он? Это когда человек, совершив какое-то дело, достигнув каких-то определенных результатов, высот, считает, что он незаслуженно достиг первого места, незаслуженно его назначили на эту должность. И он считает, что это не его знание, а это знание тех, кто с ним находится рядом. Либо дело случая. Часто иногда у нас в народе говорят, он оказался в нужное время, в нужный час и в нужном месте.
И, наверное, вот такое общественное сознание и формирует в человеке вот это вот зерно, то, что я этого недостойна. Или какие факторы вообще влияют? Часто такое бывает. Действительно, у нас и внешние факторы оказывают влияние на человека, и он думает, что недостоин. Один из факторов очень интересный – это социальные сети. Мы выставляем то, что нам хочется. Часто у нас красивые длинные платья в пол, золотые кубки, машины. Вот. И человек, который действительно достиг определенных высот, думает, а почему у меня этого нет? И считает, что он этого недостоин, наверное, что-то не так делаю, наверное, не так тружусь, и начинает еще больше над собой работать, больше, больше и больше. Следующий момент – это воспитание. Часто отсутствие истинной любви, безусловной любви, когда родители любят своих детей просто так, потому что они дети. Вот. А бывает на практике, что родители любят своих детей за что-то. Ты получил 5, я тебя поцелую. Ты достиг какого-то результата, да, конечно, мы с тобой сходим в кино, либо я куплю тебе то, что ты хочешь. И человек, он постоянно начинает загоняться и понимает, что он должен к чему-то стремиться, быть хорошим, всем нравится, но все время ему этого не хватает, потому что он привык, что его хвалят, а здесь его не похвалили, и у него возникают проблемы и диссонанс поведения. То есть с комплексами это тоже связано как-то? Да, конечно, это связано. Часто возникает еще очень много признаков перфекционизма. Я должен быть лучшим, я должен делать это качественно, потому что если меня не заметят, я же должен соответствовать этому званию лауреата, чемпиона и так далее. Вот. И человек начинает в буквальном смысле себя загонять, он изучает, тренируется до боли в суставах, до головной боли. А чтобы этого не было, он же должен отдыхать, он имеет на это право. Знаете, я слышала недавно одну фразу, чтобы быть лучшим, достаточно делать все достаточно хорошо. Согласны ли вы с этим мнением? То есть делать не идеально, а просто хорошо? Да, конечно. Смотрите, помните, наверное, и в вашем школьной жизни были среди ваших знакомых отличники. И часто складывается так, что им все давалось в школе легко. Они умели это, а выйдя во взрослую жизнь, они понимают, что нужно чего-то добиваться. И там возникает еще и конкуренция. Потому что как так? Есть еще люди, которые точно так же хорошо чего-то умеют делать, а к конкуренции я не готов. Поэтому прежде всего нужно действительно делать качественно и хорошо. Вот. И когда у нас будет много-много раз качественно, когда мы с вами набьем руку, ну, вы, наверное, пекли как когда-то печенье. И есть те печенье, либо торт, который получается лучше всех. Вот, пожалуйста, но вы же не стремились сразу сделать его на отлично. Если бы ребенок, когда учится ходить, думал, что у меня не получится, либо я должен очень красиво пойти, да, с выворотом ног, вытянуть носок, там, показать подъем, он, наверное, бы никогда не научился. Он идет и падает, ему все равно, как он идет. С каждым стремлением чего-то достичь, он развивается и делает это все хорошо и лучше. Тут я с вами согласна, и давайте буквально пару советов тем, кто обнаружил в себе синдром или феномен самозванца. Прежде всего нужно помнить, что отдых необходим и нужен. Это первое. Второе. Если вы не уверены в себе, если вы считаете, что вас хвалят просто так, либо неискренне, найдите человека, которого вы считаете более компетентным в той сфере, в которой вы находитесь, и спросите у него совета. Сейчас это можно сделать. Люди идут на это, люди идут на контакт. Можно прийти и подсказать: я читал ваши книги, я знаю, что вы гуру, я знаю, что вы мастер в этой области. Вот у меня есть вот то-то и то-то. Как вы считаете, насколько это верно, правильно? И он вас похвалит, если действительно это так. Следующий момент. Вы можете поработать с листком бумаги, где написать все свои минусы, да, чего вы боитесь, потому что прежде всего синдром самозванца – это эмоции, это наши тревоги, это наши страхи и переживания. Вы напишите, когда вы что испытывали, и потом посмотрите, что это, в общем-то, не так страшно. И еще такой момент: вы должны себя любить, ценить и понимать, что в этой сфере вы действительно лучший. Я иногда говорю своим коллегам, когда мы встречаемся, да, понятно, психология, она многогранна, так же, как и медицина, но в каком-то направлении я лучше знаю, но хотя бы я даже больше знаю, чем обычные граждане, потому что я училась в институте, я училась в университете, понимаете? Даже знания в области психологии у меня, всегда говорю, +6 лет. Ольга, спасибо большое. Это и правда полезные советы, так скажем, во имя нашего психологического здоровья. Спасибо вам большое за информацию. Алена, и вам спасибо. Всего доброго.
Узелок завяжется, узелок развяжется. Мы вяжем узлы практически каждый день. На пакетах, шнурках, шарфах. А знаете ли вы, что при этом процессе можно загадывать желание? В старину, когда делали узелок, приговаривали, как этот узел завязан ровно и верно, так и мое желание, здесь надо проговорить свое желание, ровно и верно сбудется. Можете проверить такую магию. А мы покажем вам еще один хороший и крепкий узел, который может пригодиться в быту. Привет всем! Сегодня я хочу вас познакомить с еще одним очень интересным и полезным узлом. Он называется булинь. Пришел он к нам из морского дела и по сей день активно применяется в морском флоте. Этот узел позволяет на конце веревки сформировать незатягивающуюся петлю. Именно этой петлей привязываются суда во время швартовки. Также этот узел носит название беседочный, и с помощью него легко можно привязать качель. Итак, как же его вязать? Нам необходим свободный конец веревки. Мы кладем его поверх основного конца, основной веревки. Далее делаем один оборот вокруг рабочего конца и уже этим рабочим концом огибаем вниз, вверх и возвращаем его обратно в эту петельку. После чего затягиваем. Эта петля не затянется. В морском деле достаточно и такой вязки, такого способа вязки, для того, чтобы накинуть его на пирс. В туризме же, для того, чтобы он был более надежным и точно не развязался, используют всю ту же контрольку или простой узел. Обматывают петельку вот так вот. Этот узел уже не развяжется. Булинь. И вот мы подошли к середине нашего выпуска. Продолжим сразу после короткого перерыва. Оставайтесь с нами. И снова мы в эфире. Всем привет, кто только подключился. Впереди 10 минут интересной и полезной информации. Давайте посмотрим. Подростковая преступность. Кто виноват и как искоренить? Круговая тренировка. Как сделать ее нескучной? «Кто не создает, должен разрушать». Это старо как мир. Эта фраза из книги «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери. Действительно, в ней есть смысл, особенно если углубиться в психологию взрослеющего человека. Невозможность реализоваться, желание выделиться или показаться крутым перед сверстниками – это все про подростковую преступность. От чего она возникает и возможно ли ее искоренить? На эти и другие вопросы нам ответит старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по Сыктывкару Светлана Томи. Светлана, здравствуйте, рада вас видеть. Здравствуйте. Подростковая преступность. Какие преступления чаще всего совершают дети и молодежь? Ну, если проанализировать сообщения, которые поступают в дежурные части, то можно сказать, что преобладают такие правонарушения, как распитие алкогольных напитков, курение, хищение из магазинов. Как думаете, с чем это связано? То есть недостатком внимания родительского или какие-то другие причины есть? Какие-то упущения все-таки в воспитании несовершеннолетних со стороны законных представителей имеется, в связи с чем несовершеннолетний чувствует свою вседозволенность, не видит границ, есть соответствующая ответственность, не воспринимает всерьез это, в связи с чем начинает совершать противоправные деяния. А как вы думаете, возможен ли такой вариант, что дети таким образом просто родительское внимание хотят привлечь? Я думаю, что в большей степени это именно так и есть. То есть несовершеннолетние не получают в раннем возрасте внимания со стороны детей, в связи с чем вынуждены проводить большую часть своего времени на улице, в прогулках с сверстниками, ища поддержку со стороны своих сверстников. Но так как еще не сформировался детское мировоззрение, то начинают самоутверждаться, в связи с чем совершают противоправные деяния, чтобы стать лидерами в своей подростковой среде и
формирует свой образ жизни на дальнейшее будущее. Любое преступление несет за собой наказание. А наказывают только подростков или родители тоже, так скажем, будут взяты на карандаш? Естественно, есть соответствующая ответственность, предусмотренная частью 1 статьи 5.35 за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. То есть законный представитель может быть привлечен к ответственности за то, что недолжным образом воспитывал своего несовершеннолетнего ребенка, и поставлен также на учет. В каком случае их ставят на учет? После первого преступления или после череды? Несовершеннолетние ставятся на профилактический учет после совершения общественно опасного деяния, преступления, правонарушения, зачастую с первого раза. Зависит от самого несовершеннолетнего, его характеристики. Также законные представители ставятся на учет, совершившие правонарушение, предусмотренное указанной статьей, с первого раза. Я знаю, что каждый инспектор и старший инспектор немножко психолог, наверное, верно? Ну, естественно, нужны определенные познания. И часто ли вы вообще выходите на такие профилактические беседы с детьми для того, чтобы там прощупать почву, определить, познакомиться? Ну, естественно, у нас совершаются регулярно беседы как в учебных заведениях, так и по месту жительства несовершеннолетних, также в отделы по делам несовершеннолетних приходят несовершеннолетние, с которыми проводятся регулярно профилактические беседы. Как вы думаете, есть ли какой-то такой рецепт для того, чтобы искоренить детскую и подростковую преступность? Что нужно сделать нам, обществу, родителю, каждого для того, чтобы этого не было больше? Но прежде всего законным представителям нужно понимать, что будущее ребенка закладывается с самого детства, то есть нужно с детства заниматься воспитанием своих детей, вкладывать такие понимания, как ответственность, да, что такое хорошо, что такое плохо. Должны с самого раннего детства, с дошкольного возраста еще дети знать. Спасибо вам большое. Я думаю, что вы – это именно тот случай, когда хочется пожелать, чтобы работы было меньше. Спасибо, что к нам пришли, и всего хорошего. Спасибо. Она помогает ускорить метаболизм и избавиться от лишних килограммов, развивает выносливость и улучшает настроение за счет выработки эндорфинов. Речь о круговой тренировке. Это комплекс упражнений, которые в течение спортивного занятия вы выполняете в несколько циклов. Круговую тренировку еще называют циклической, а также силовой аэробикой. Этот вид придумали в Англии еще в 1953 году. Ее авторами считаются ученые университета Лидса. Предложенный ими метод тренировок по кругу изначально предназначался для физической подготовки студентов, а теперь круговая тренировка любима многими начинающими и профессиональными спортсменами мира. Как упоительно звучит круговая тренировка. Что это и с чем ее едят? Вокруг елочки все ходили, а вокруг стадиона бегали? Вот это все, друзья, совсем про другое. Есть мнение, что круговая тренировка не способствует набору мышечной массы, а напротив, ее снижает. Наконец, круговая тренировка подходит тому, кому скучны и монотонны подходы в тренировке классической. Ну что, смотрим? Первый вопрос, что такое круговая тренировка, Сережа? Ну, всем здравствуйте. Круговая тренировка – это подразумевает под собой просто огненное, жгучее какое-то месиво упражнений, в ходе которого ты сжигаешь тонну калорий, заряжаешься энергией, позитивом. То есть ты чувствуешь все, просто от макушки до пяток. Подходит, на самом деле, она почти всем. То есть люди часто, вот кому подходит, там, вот у меня там сердце больное. Подобрать нагрузку можно под любого, зависит от веса, конечно, от количества упражнений, от интенсивности, но подобрать можно под любого абсолютно. Принцип в чем? Пока ты одну мышцу загрузил, идешь на второе упражнение, нагружаешь вторую мышцу. Эта мышца предыдущая, она отдыхает. Сколько должна идти вот эта тренировка, чтобы, знаешь, не переусердствовать? Я понял, протоколов на самом деле, Андрей, очень много, то есть именно круговых, от 5 минут до реально 40 и там, вот, до 50 и 60 минут. Это много. Но это прям, я считаю, вот это уже подготовленный атлет. А так вот 5-15 минут будет вот прям хорошо. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Пошли, смена. Вот. 7, 8, 9,
10, отлично, отлично. Пошли, пошли на протяжечку. Все, все. До колена опустили, до колена. И по телу вверх, например, руки. Вот так, раз. Чуть быстрее. 2. 3. Ближе к телу. Раз. Отжался. С той стороны отбеги, чтобы она у тебя это, да, не ограничила движение. 2. Отжался. Вот оно. Вот. Вот так. Такое все. Андрей, красавчик. Это первый круг, сейчас будет второй. Не так-то просто, друзья. Ну что, друзья, наша тренировка подошла к концу, надо работать над дыхалкой. Вот как, кстати, сделать так, чтобы не сбивать дыхание? Все-таки, в первую очередь, здоровый сон, питание, да, из таких вещей, общий комплекс. А так, на самом деле, просто вот свежий воздух, небольшая прогулочка, не обязательно бегать там по километрам, просто чаще гулять. Мы привыкли все сидеть, да, в автобусе, за столом, там, в такси, в машине. Чаще гулять просто. Потому что люди современные стали мало дышать, и вот у них и дыхалка. Чем должна закончиться тренировка? Вот мы сейчас сделали 5 кругов, да, дальше что? Все, можно идти? Нет, ни в коем случае растяжка. То есть растяжка увеличит мобильность. Чтобы успокоить организм, да? Да, то есть постепенно, чтобы организм настроил, чтобы ты ушел с чистой головой спокойно, чтобы не на... Не резко, друзья, Да, да. то есть не в таким раздевалку ушел, сел опять же, начал одеваться. Или там в душ, или в сауну пошел. Куда-то. Постепенно расслабить организм. Все, Сергей, спасибо огромное за тренировку, друзья, всем спорт. И к этой минуте у нас пока все. Команда «Студия 11» отправляется на поиски новых тем и сюжетов. До встречи в эфире.